Ракверский уезд, волость Кадрина. Здесь, в усадьбе Еперы Кадриновского прихода, в декабре 1803 года родился Фридрих Рейнхольд Крейцвальд, эстонский просветитель, основоположник эстонской национальной литературы. От мызы, принадлежащей когда-то семейству барона фон Виттингофа, ничего не осталось, и только памятник стоит на удивительно красивой поляне, на пригорке. Родился Крейцвальд в семье крепостного крестьянина. Отец его был сапожником, а позже кладовщиком. В 1815 году, за год до отмены крепостного права в Эстонии, барон дал отцу вольную за многолетнюю верную службу. Вместе с ним от крепостной зависимости освободилась вся семья, получив при этом немецкую фамилию Крейцвальд. В Епере семья жила недолго. Крейцвальду не исполнилось и года, когда семья переехала на мызу Карли, что в 6 километрах от Ракверы. Там и прошло детство Фридриха Рейнхольда. Он прожил в этих местах 13 лет. А в полукилометре от центра бывшего поместья лежит на полянке большой валун. Говорят, давным-давно ударила в этот камень молния и расколола его. А еще говорят, что любил это место мальчик по имени Фридрих Рейнхольд и часто бывал здесь. Одаренность сына бывшего крепостного была очевидна. Он очень рано научился читать на родном языке и был не по годам умен. В 12 лет Крейцвальд поступил в Ракверскую начальную школу, не зная ни слова по-немецки, и скоро стал одним из лучших учеников. Родители надеялись, что из него выйдет учитель для крестьянских детей, и отправили в уездное училище. То самое, что закончил Фридрих Роберт Фельман. Но Крейцвальд проучился в Раквере только 1,5 года. На том материальные возможности его родителей иссякли. Но учителем он все же стал. Ему помогли и помогали всю жизнь железная воля и поразительная работоспособность. Несколько лет Крейцвальд работал в Таллинской мужской начальной школе, а потом год в Петербурге домашним учителем. А в 1826 году поступил на медицинский факультет Тартусского университета. Там он и познакомился с Фельманом. Судьба, наконец, свела этих двух незаурядных эстонцев, и они стали друзьями и единомышленниками. Да и могло ли быть иначе, ведь их судьбы были так похожи. Правда, тогда они еще не знали, что скоро судьба возложит на них великую миссию создания эстонской нации. Основой для ее создания станет эпос «Калеви-Поэк». Его подарят своему народу 2 крестьянских сына, 2 врача, 2 писателя. Через «Калеви-Поэк» дают, значит, эстонскому народу, эстонцам дают им мифологическую историю. То есть требуется какой-то основной миф, который национальный миф строит себя, найдет. Это то, что касается, например, русской культуры. Значит, у русских былины являются это основным текстом, над которым, значит, строится мифологическая история русского народа. Так является таким же текстом является Калеви-Поэк для эстонцев. Крейцвальд закончил университет и уехал в Võru, провинциальный городок на юге Эстонии. Võrru tuli Kreutzwald peale ülikooli lõpetamist 1833. Ta oli äsja abiellunud ja tuli koos oma noore naise Maria Elisabeth Seedleriga, kelle vanemate juures ta ülikooli ajal oli elanud. Ja siin Võrus algas siis tema töö arstina ning siin sündis tema elutöö Eesti rahvusliku kirjanduse rajajana. Aga selles majas kasvasid ka lapsed, elati pereelu ja Kreutzwald oli Võru linnakodanik. К тому времени Крейцвальд уже был известен своими смелыми выступлениями в защиту эстонских крестьян. Его публицистические статьи печатались в тартусском еженедельнике «Инланд» на немецком языке. И это стало причиной враждебного отношения к молодому доктору влиятельных кругов вырусского общества, состоящего из местных немцев. В одном из писем друзьям Крейцвальд писал:
Из-за этих статей я потерял 2/3 своих пациентов. Teda võeti väga hästi vastu Eesti soost talupoegade poolt ja ka Eesti soost linnakodanike poolt. Nimelt Kreutzwald oli ju esimene arst, kes hakkas eesti keeles rääkima haigustest. Sul on põletik, sul on palavik, sul on mädanik. Seda ta tahtis öelda ka eestlasele eesti keeles ja sellepärast teda nimetataksegi arsti teadusliku terminoloogia rajajaks. Ja teine pool on asjal see, et patsiendid olid vaesed. Kutsuti ju arst linnast, kui laps oli haige, naine oli haige, aga tasuda seda oli vähe, millega tasuda. Но Крейцвальд не только лечил людей. Круг его интересов был необычайно широк. Он интересовался археологией и участвовал в раскопках в окрестностях Выру. Он исследовал фауну озера Тамула и вел наблюдения за погодой. Но более всего интересовало доктора устное народное творчество. Он собирал песни, сказки, поверья и публиковал их с комментариями. Он ездил в Сетума и записывал песни этого народа. Он изучал местный диалект и сравнивал его с тем языком, на котором говорили на севере Эстонии. А еще доктор Крейцвальд редактировал приложение к необычайно популярному среди эстонцев полезному календарю и написал ряд произведений просветительского характера. Широкую известность и даже статус первого писателя того времени ему принесла сентиментальная повесть «Жизнь кроткой Женевьевы». И все это время Крейцвальд поддерживал связи с Тарту, активно участвовал в создании и работе эстонского ученого общества и по-прежнему дружил с Фельманом. Их дружба со временем становилась все крепче. Между прочим, Фельман был крестным отцом сына Крейцвальда, Фридриха Алексиса. Крейцвальд знал, что его друг мечтает создать эстонский национальный эпос и уже начал работу по сбору материала. Они не раз обсуждали это в письмах друг к другу. Põhiteema oli rahvas, maa, selle kultuuri, pärandi hoidmine, talletamine, kogumine. Mõte Kalevipoeg kirjutada oli ju Feelmanil, mille ta pärandas siis oma varakult, kui ta suri, Kreutzwaldile. Ja Kreutzwald on mitu korda kahetsenud ka kirjades, et Feelman nii vähe jõudis teha ja temal on seda tööd väga raske jätkata. Смерть Фельмана была для Крейцвальда большой потерей. Этот невероятно талантливый, энергичный, уверенный в себе человек всегда был для него примером и надежной опорой в жизни. Когда Фельман умер, то все стали смотреть на Крейцвальда. И Крейцвальд был очень таким человеком чести, или человеком, когда есть обязанности, то он должен выполнить, можно сказать. Фридрих Роберт Фельман умер от туберкулеза в апреле 1850 года. А через 2 недели руководство эстонского ученого общества сделало Крейцвальду предложение продолжить его работу над составлением эстонского национального эпоса «Калевипоeg». В память о друге он принял это предложение. Вот так и стала эта работа главным делом его жизни и высшим его достижением. За издание первых 12 песен о богатыре-великане Калевипоеге Фридрих Рейнхольд Крейцвальд был удостоен Демидовской литературной премии Академии наук Санкт-Петербурга. Это первое произведение эстонской литературы, вошедшее в мировую сокровищницу. Калевипоег стал первой визитной карточкой эстонцев как нации в европейской литературе. Это первый сакральный текст, это является Библией эстонской нации. Еще одним шедевром эстонской литературы стали старинные эстонские народные сказки, переработанные Крейцвальдом в романтическом духе. А чуть раньше были изданы сборник стихов «Песни вирусского певца» и другие произведения, давшие толчок развитию эстонской поэзии. В провинциальном городке Выру Крейцвальд прожил 44 года. «Городок Выру построен будто для меня», – писал он друзьям. «Здесь всегда вдоволь и воды, и деревьев, и чистого воздуха».
Большого богатства неутомимый труженик Крейцвальд так и не нажил. Видно, не судьба. Деньги для покупки участка земли, на которой стоял дом Крейцвальда, он взял в долг и выплачивал его целых 34 года. А надо ведь было прилично одеваться, учить детей, принимать гостей. Денег с бедняков доктор не брал, писанина его дохода не приносила. И жена Крейцвальда, Мария Элизабет, была этим очень недовольна. И отношения в семье довольно часто были напряженными. Он женился, значит, с немкой, как это было, значит, в моде, то есть у многих тогдашних эстонских интеллигентов. Биографы, они упоминали, что, конечно, она была хорошая жена, хорошая хозяйка, они имели детей, которых она вырастила, и она была всегда рядом со своим мужем, так что отдала жизнь своему мужу. Но вот понять такие странные как бы интересы мужа, что если надо много работать, чтобы заработать для семьи деньги и так далее, и вдруг он занимается сам песнями или занимается каким-то странным языком, хотя все образованные люди говорили по-немецки. У них в доме говорили только по-немецки, жена и дети не знали даже эстонского языка, и из его семьи не вышло никаких эстонских патриотов тоже. В 1939 году, когда во время Второй мировой войны стали прибалтийские немцы уходить из Эстонии, дети Крейцвальда зарегистрировали себя как немцы и уехали из Эстонии. Выйдя на пенсию, Крейцвальд переехал в Тарту и последние 5 лет прожил у дочери. А городок на юге Эстонии он вспоминал часто. Вспоминал и озеро Тамула, и свой уютный дом. Другого у него уже не будет. В этом доме ему так хорошо работалось. В этом доме его навещали поэтесса Лидия Койдула, художник Йохан Кёлер, ученый Карл Бер, автор финского эпоса Калевала Элиас Лёнрот. Да, Крейцвальд любил свой дом, свою провинцию. В одном из его писем друзьям есть такие строки: «В размеренном быте малых городов есть по меньшей мере то преимущество, что столь нечастые радостные события помнятся дольше, нежели вихри шумной жизни, где прибой стирает тотчас свежие впечатления». Умер Фридрих Рейнхольд Крейцвальд в августе 1882 года. Похоронили отца эстонской нации на Тартусском кладбище Ради. Совсем недалеко от могилы Фридриха Роберта Фельмана. Судьба вновь свела их, на этот раз после смерти.